Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наша тема. Когда 1500 профессионалов берутся за дело. Нам надо было повторить окрашивание один в один и стрижку. От строительного мастерства и до парикмахерского искусства самые интересные компетенции национального чемпионата WorldSkills покажет Сергей Хайдаров. Приговора по этому делу пострадавшие ждали целых 4 года. Во-первых, потеряла свой бизнес. Во-вторых, на моей точке погиб продавец. Сегодня началось оглашение приговора для обвиняемых в пожаре «Адмирала». В зале суда побывал Рамиль Галиуллин. Посевная овощей в республике подходит к финишной прямой. Ожидается небольшое похолодание, до 0, до -1. Как влияет погода на работу аграриев и что сеют, узнал Салават Мухаммадуллин. Добро пожаловать, или в год воспрещен в новые обновленные татарстанские лагеря. Мы отходим от старых этих советских желтых, бежевых стен. Обновится ли вместе со стенами и концепция летнего отдыха? Альбина Фагараева. Деревню Универсиады к мировому WorldSkills подготовят за 631 миллион рублей. Деньги выделят из Федерального резервного фонда. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Сегодня утром она прилетела в Казань и провела заседание оргкомитета WorldSkills 2019. В аэропорту ее встретил Рустам Минниханов. Какие штрихи надо навести городу за 3 месяца, расскажет Рамиль Шайдуллин. Стены новенького Казань-Экспо принимают крупные мероприятия и совсем скоро мировое первенство. Поэтому сейчас нужно окончательно убедиться, что все готово. Этим заняты Татьяна Голикова, Рустам Минниханов и Саймон Бартли. Когда немного за 50, самое время для второй молодости. Совсем недавно эти участники программы обучения людей предпенсионного возраста освоили новые специальности. В рамках WorldSkills они становятся айтишниками, видеодизайнерами, открывают свои скрытые таланты. Я так понял, что инициаторы как раз видели свою. Вот от пенсионеру выражаю спасибо. И они, и участники основных состязаний все в Казань-Экспо. Соревнования в каждом павильоне. Практически национальный чемпионат – это 95% то, что будет на мировом чемпионате. Уменьшится лишь количество компетенций, но затрат, удобств и развитой инфраструктуры уж точно не станет меньше. А модернизация одной лишь деревни Универсиады обойдется в сотни миллионов рублей. Предусмотрено выделение в 2019 году Министерству просвещения России из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований в размере почти 631 миллион рублей на предоставление трансфертов Республике Татарстан в целях подготовки объектов жилого комплекса. В ходе подготовки чемпионата будет обновлена и транспортная инфраструктура. Приводится нормативное состояние дороги, общей протяженность 360 километров. Решаются проблемы по обеспечению водоотвода, освещения, организация парковочных карманов, доступной среды для маломобильных групп населения. Мировое первенство должно пройти на высшем уровне. На пленарном заседании обсуждают, почему это важно. На самом деле речь идет о совершенно новом навыке, которым должны владеть современные дети. Это понимать, что тебе нужно, и уметь выбирать. Кто-то варит, кто-то выпиливает детали. Делают то, что каждый может лучше всего. Сегодня уже второй день чемпионата. Я хожу, смотрю, мне прям интересно. Хочется узнать, расспросить, как это. Хочется попробовать уже. Очень жаль, что нельзя через конкурсные заборы перелезть. И что-то, в каких-то местах прям хочется включиться в процесс. Вообще, каждый отдельный павильон напоминает собой один большой цех, где производят что-то серьезное и высокотехнологичное, начиная с виртуальной модели. А после этого виртуальное начинает превращаться в физическое. Вот даже так, через 3D-печать, компьютерная модель превращается в рабочий прототип. Каждое их умение окупится в будущем. Казань готова к проведению мирового чемпионата. Я думаю, что это не только мое мнение. Это мнение всех коллег, которые сегодня здесь работали. Через 3 месяца Казань готова подтвердить эти слова. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.
Там, где в августе будут соревноваться золотые руки мира, сегодня показывают мастерство молодые профессионалы России. Сегодня на Казань-Экспо кругом строители, кондитеры, парикмахеры. Это место сейчас напоминает большой муравейник. Там проходят соревнования по 91 компетенции. Как справляются с такой нагрузкой Казань-Экспо и что происходит на других площадках национального чемпионата профмастерства, увидел Сергей Хайдаров. Так сейчас выглядит Казань-Экспо. Со стороны центр больше похож на муравейник или пчелиный улей. Строители, швеи, автомеханики и парикмахеры – все заняты своим делом. На площадке 91 профессия. Чтобы увидеть каждую, не хватит и целого дня. Что ж, а прямо сейчас мы находимся возле представителей одной из самых мужских, самых брутальных профессий. Это строительное дело. И здесь участники кладут кирпич. Посмотрите, насколько это скрупулезная и ответственная работа. И мы, например, болеем вот за вот этого вот паренька. Он из сборной Татарстана. Спросить, как у него дела, у нас просто не получится, потому что по регламенту участники во время выполнения заданий не могут общаться ни с кем, даже с журналистами. Все же с молодыми профессионалами из нашей республики мы пообщались. Анна Андрианова, парикмахер. Сначала обязательная программа на манекенах, а ближе к финалу придется импровизировать. Это может быть пейзаж, это может быть просто какие-то цветовые разводы. Вы боитесь этого этапа или это ваш конек? Мой конек. Чтобы оказаться на коне по результатам чемпионата, наша команда немало тренировалась. Всего в сборной 258 человек, и каждый нацелен только на золото. Не то чтобы гонимся за золотом, у нас такая задача стоит, да, не ниже первого места, и поэтому мы к ней идем. Конечно же, ребята на сегодняшний день в боевом духе. В первую очередь, участники компетенции должны знать, какие сегодня запросы на рынке и что хотят видеть покупатели. Исходя из этого, они уже строят свою работу. По соседству с молодыми мудрые профессионалы – это те, кто старше 50 лет. Драйва и энергия у них не меньше, чем у юных коллег. Я уже жалею, что раньше не участвовала в подобных конкурсах и так далее, уступала место молодым. Нужно было раньше, более активно, позитивно и так далее. Увидеть профессионала в деле уже сегодня мог любой желающий. В Казань-Экспо экскурсии, как в Эрмитаже. Бесплатные шаттлы один за другим привозят тысячи туристов. Каждые 10 минут приезжает автобус, в котором находится по 2 группы. Примерно 40 человек с 4 руководителями. Вы, наверное, поднимаете им здесь настроение, сразу заряжаете. Обязательно. WorldSkills охватил буквально всю столицу. К примеру, в этой типографии соревнуются те, без кого не было бы книг и газет. Если так выразить, то это художник, который увидит первым свое же произведение, а потом только отдаст заказчику. Национальный чемпионат пробудет в Казани еще 2 дня. После столица Татарстана выйдет на финишную прямую перед мировым чемпионатом WorldSkills. Напомним, он стартует в августе. Сергей Хайдаров, Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. О молодых профессионалах сегодня говорили в Доме правительства. Рустам Минниханов провел ряд встреч. Атомной энергии госкорпорации хватит, чтобы поддержать чемпионат профмастерства. Вопросы сотрудничества в проведении в Казани мирового чемпионата WorldSkills Рустам Минниханов обсудил сегодня с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. Есть формула, которая у нас задана. То есть мы должны соответствовать стандартам, процедуре и правилам. Еще одна встреча президента прошла со статс-секретарем, заместителем министра спорта России Натальей Паршиковой. Стороны обсудили вопрос популяризации спорта и здорового образа жизни, развития спортивной инфраструктуры. Затронули и вопросы проведения финальных соревнований 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Вопрос развития двусторонних отношений Рустам Минниханов обсудил с министром экономики, науки и цифрового общества Тюрингии Вольфганом Тиффензее. Накануне представитель делегации из Германии участвовал в церемонии открытия национального чемпионата. Президент подчеркнул, сегодня республика готова поддержать желание немецких бизнесменов работать в регионе. Делегация Татарстана неоднократно посещала Тюрингию и через месяц готова отправиться туда снова. Наша поездка будет хорошим импульсом для нашего дальнейшего развития наших отношений, и с учетом того, что вы сегодня на комиссии отработаете уже новые направления проекта. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. К теме WorldSkills мы еще вернемся, а пока к другим новостям.
Путевки в лагерь теперь можно купить по интернету. В Татарстане запустили систему онлайн-продаж билетов в детские оздоровительные учреждения. Напомним, детские лагеря республики ждет инфраструктурная революция. Трехлетнюю программу на 7 миллиардов рублей в прошлом году утвердил президент республики. О реновации отдыха Альбина Асылгараева. Здесь что будет? Ну, потолок поднимем. Потом покрасим его. А потом уже приступит к покраске стен. Отделочные работы в казанском лагере Заречье на этапе завершения. Корпус будет круглогодичным. Отходим от старых вот этих советских желтых, там, бежевых стен стандартных, да, отходим от деревянных полов. Никаких отголосков советского детства. Все по-новому. Над проектом архитекторы работали совместно с дизайнерами. На капитальный ремонт выделено 73,5 миллиона рублей. Новые технологии требуют и новых подходов. Например, в этом здании раньше не было вентиляции и энергосберегающих систем. Сегодня, вот сейчас, например, во дворе ведутся работы. Здесь прокладывают траншею, чтобы уложить сюда новые электрические кабели. Трехлетняя программа реновации детских лагерей была утверждена в прошлом году президентом республики. Должны отремонтировать 94 объекта во всех 45 муниципальных образованиях. По итогам программы у нас нет никаких сомнений, что мы будем на этом этапе, наверное, к сожалению, пока единственным регионом, у которых будет такая инфраструктура. В этом году в детских лагерях отдохнут 218 672 ребенка. Наряду с традиционными профильными сменами, патриотическими, спортивными, творческими и IT появятся и новые семейно-психологические. Чтобы мы могли наших детей видеть в неформальной обстановке, увидеть, какие проблемы есть, поговорить с родителями, поговорить с психологами. Также будут реализованы новые программы, такие как лего-техника, робототехника. Также многие лагеря в этом году могут организовать не просто питание своей кухни, но также организовать готовое питание. Путевки в лагеря теперь можно будет купить в онлайне по системе букинга. В Татарстане запустили продажи в интернете. Пока она работает в пилотном режиме, в ней зарегистрированы всего 4 лагеря. Альбина Асылгараева, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Гособвинение просит посадить за решетку в общей сложности на 99 лет обвиняемых в пожаре в Адмирале. Сегодня в Московском суде Казани начали зачитывать приговор по этому делу. Напомним, трагедия унесла 19 жизней, 700 человек пострадали. Об особенностях процесса в репортаже Рамиля Галиуллина. Приговора по этому громкому делу пострадавшие ждали целых 4 года. Столько длилось следствие. Оглашение приговора началось сегодня в 9 утра в Московском районном суде Казани. Изначально оно планировалось в здании Кировского. Сюда перенесли по техническим причинам. В зале суда 12 обвиняемых. Кроме подсудимых, в зале суда и пострадавшие. Я, во-первых, потеряла свой бизнес. Во-вторых, на моей дочке погиб продавец. Я потеряла в этой жизни половину все, что я заработала за всю свою предпринимательскую деятельность. Напомним, ТЦ «Адмирал» горел в марте 2015-го. Языки пламени охватили здание на 4000 квадратных метрах. Тогда под завалами погибли 19 человек, еще 61 пострадали. Размер материального ущерба составил 1,5 миллиарда рублей. В рамках расследования уголовного дела допрошено более 700 потерпевших и 900 свидетелей. В ходе расследования было установлено, что причиной трагедии, унесшей жизнь 19 человек, послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, эксплуатировалось без соответствующего разрешения. В уголовном деле 344 тома. Заседание идет в закрытом для прессы режиме. Такое решение принял председательствующий по делу. Гособвинитель запросил для обвиняемых 100 лет лишения свободы. Кроме этого, с них требует 11 миллиардов рублей возмещения морального вреда. Отмечу также, что вынесение приговора продлится еще несколько дней, уже после чего в этом громком деле будет поставлена точка. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Другие подробности из зала суда читайте в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и мы продолжим. Посевная овощей в республике подходит к финишной прямой. Ожидается небольшое похолодание, там до 0, до -1. Как влияет погода на работу аграриев и что сеют, узнал Салават Мухаммадуллин. Добрые дела в священный месяц. Этим детям подарят маленькое детское счастье, а для родителей это огромное родительское счастье. Традиционная акция в помощь больным детям и нуждающимся от фонда «Закэт». Как можно присоединиться? Вероника Гайнудинова.
Сегодня день официального принятия ислама в Волжской Булгарии. По этому случаю Рустам Минниханов поздравил всех татарстанцев. Седые камни древнего Болгара хранят память о славных эпохах, отважных героях и благочестивых подвижниках веры, чьи бесценные труды получили мировое признание и нашли свое продолжение в трудах татарстанских просветителей. Отрадно, что благодаря усилиям Фонда Возрождения, мусульманских религиозных деятелей, ученых и всех неравнодушных граждан наша духовная колыбель вновь обретает свое былое великолепие. Мира вам, счастья, добра и милости Аллаха, говорится в поздравлении. Сейчас у мусульман месяц Рамазан. В это время принято помогать больным и нуждающимся. Фонд «Закят» объявил сбор средств на лечение 3 детей. Каждый из них страдает тяжелой формой ДЦП. Давайте поможем вместе. 21. Садись. 22. Даниэлю Ханипову 9. Ему удалили опухоль головного мозга, 14 тяжелых операций. Из-за многочисленных наркозов эпилепсия. Реабилитация дает результат, но оплатить ее родители мальчика не могут. Очередной курс – 150 тысяч рублей. Право поднимаешь вот так. 3, 4, выше. 13-летний Валентин Егоров сейчас на реабилитации в Пензе. У него тяжелая форма ДЦП. Благодаря лечению стал двигаться. Реабилитация должна быть постоянной. Сейчас нужно 79 тысяч рублей. Мама Валентина воспитывает одна. Живут только на пособие. Им очень нужна помощь. Давай, вот круг. Теперь другую руку. У Карины Рахманкуловой тоже ДЦП. Ее главная мечта – научиться ходить. Все они подопечные фонда «Закят». Сейчас идет сбор денег на их лечение. Помочь можете и вы. Для этого нужно отправить СМС-сообщение со словом «Садака» на номер 7715. Стоимость 50 рублей. Второй вариант – после слова «Садака» оставить пробел и указать нужную сумму. Например, «Садака» пробел 300. Тогда с мобильного счета спишут 300 рублей. Это дети, у которых подошла очередь на лечение, на сбор денег, и они были выбраны именно поэтому. В первую очередь обращается внимание на состав семьи. Это могут быть неполные семьи. Во вторую очередь мы обращаем внимание на доход семьи. Считается, что награда за добрые дела в священный месяц увеличивается многократно и приближает человека к Всевышнему. Акция «Месяц добрых дел» традиционная. Только за прошлый год фонд собрал около 1 000 000 рублей и помог 6 детям. Вероника Гайнудинова, Андрей Нельтальцев, ТНВ, Казань. Среди нас очень много неравнодушных людей. Они не пройдут мимо сломанной качели, посадят цветы в собственном дворе, отремонтируют велосипед и подарят его соседскому мальчику. Специально для таких в Татарстане 5-й год разыграют гранты на 35 миллионов рублей на социально значимые проекты НКО. О старте сегодня объявил Фарид Мухаммедшин. Этот конкурс в свое время был инициирован «Единой Россией». Дмитрий Аринин о тех, кто делает добро от души. Требует чистка цепи, чистка звездочек. Так в Казанской социальной мастерской принимают старые велосипеды, приводят их в порядок и затем дарят детям. Благодаря грантовой помощи это начинание осчастливило более 1000 ребятишек. Мы поняли, что это очень необходимый социальный проект, и что данная ниша в нашей республике, да, и в России, она свободна, и что мы можем такой огромный гуманитарный благотворительный вклад внести. Благотворительный фонд «Сила в детях» помогает ребятам с ограниченными возможностями. С малышами бесплатно занимаются массажисты, логопеды, психологи. Выигранные гранты помогают закупать новое оборудование. В минувшем году реабилитацию прошли 500 детей. Мы даем возможность детям, не говорящим, заговорить, детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учим их вставать, садиться, держать голову, ходить. Сейчас в Татарстане работает 1500 различных некоммерческих организаций. В 2014 году «Единая Россия» инициировала конкурс на поддержку таких социально значимых инициатив. Для неравнодушных татарстанцев ежегодно из бюджета республики выделяется 35 миллионов рублей. Сегодня на встрече с руководителями НКО Фарид Мухаммедшин объявил о старте конкурса этого года. 35 миллионов рублей распоряжение Кабинета министров, которые будут опять через гранты, через тендеры, как мы говорим, раздаваться для того, чтобы решать самые насущные проблемы людей. Здесь и занятость тех, кто этим делом занимается во имя и для людей. Это и благие дела, которые остаются после решения проблем. Поздравляю.
Сегодня благодарственными письмами отметили победителей конкурсов прошлых лет. В 2017 году их было 112, в 2018 – 113. Это НКО почти из всех районов республики. Дату начала приема заявок на конкурс этого года, а также все нюансы организаторы обещают огласить в ближайшее время. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Выберут кандидатов в кандидаты 26 мая. В Татарстане пройдет предварительное голосование «Единой России» праймерис. Пока же участники, а их 231, ведут дебаты и встречаются с избирателями. Таких уже прошло 400. В 140-й школе в Дербышках жителям пришла секретарь Госсовета Лилия Маврина. Здесь обсуждали благоустройство микрорайона. Жители попросили посодействовать в реконструкции озера Комсомольское, продолжить ремонт ДК Саид-Галеева, построить в Дербышках новую поликлинику, решить проблемы качества питьевой воды. Хотелось бы больше все-таки не о себе рассказать, потому что обо мне можно и в интернете прочитать, из других источников. Хотелось больше послушать жителей, с чем они хотят, хотят нас озадачить для того, чтобы мы вопросы решали в будущем. Диалог напрямую. Сегодня в Госсовете прошел круглый стол по проблемам инвалидов в Татарстане. Его организовала фракция КПРФ в парламенте. На повестке более 20 вопросов. Это создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, здоровье, обеспечение их жильем, лекарствами, средствами реабилитации, вопросы трудоустройства и другие. В числе участников встречи сами инвалиды, а также депутаты и представители министерств. Министерство социальной защиты и труда, Министерством финансов, да, уполномоченного по правам человека, даже муниципальные, как говорится, представители есть. Конечно, у них тоже есть свои общественные организации. Я думаю, от этих ведомств зависит решение тех вопросов. Капусту посеяли, картошки остается чуть больше половины, свекла еще ждет своего часа. В республике выходит на финишную прямую посевная овощей. Остается еще 30% площадей. Некоторые поля уже пустуют. Как переменчивая погода влияет на работу аграриев и какой урожай в планах, расскажет Салават Мухаммадуллин. С песней на устах и с корзиной в руках. Так Рушания Фадиева уже 25 лет проводит месяц май. Сейчас сажают капусту, помогают студенты. Так за 2 недели они засеяли 30 гектаров. Впереди еще столько же. Как говорится, и дождь вовремя, и ветер вовремя подует. Сажаем. Нормально сажаем. Сажают капусту одновременно 12 человек. В планах урожайность до 1000 килограммов с гектара. Скарлетт, Родриго и Гала. Нет, конечно, это не имена зарубежных аграриев. Это плодовидные сорта картошки. Ее сев в Нарманке уже подходит к концу. Осталось всего 20 гектаров. Морковь 30 гектар посеяли раньше всех. И осталось у нас капуста 30 гектар и 35 гектар свеклы. Вообще посев картофеля по всей республике на сегодня завершен на 60%. Капусты на 87% от намеченного плана. И можно сказать, вот видно уже, что некоторые поля пустуют, что посевная республики подходит на финишную прямую, но при этом аграриев впереди еще ждет свекла. Пока рано, говорят аграрии. В лидерах овощной посевной Арский, Нижнекамский, Менделинский, Лаишевский и Елабужский районы. В общем, эта кампания завершена на 70%. Погода благоволит. Даже небольшие понижения температуры, также они не страшные. Они несколько даже сбили активность вот этих наших вредителей. В принципе, нельзя сказать, что это только нам, может, больше даже на руку. Главное, на руку аграриям должен сыграть будущий урожай. По прогнозам, овощей в этом году будет больше. Салават Мухаммадуллин, Данифуатов, ТНВ, Лаишевский район, Казань. Итак, национальный этап WorldSkills в самом разгаре, а в Казани уже готовится к мировому чемпионату. Тогда в августе 57 школ Татарстана встретят команды из разных стран. Они участвуют в проекте «Одна школа, одна страна». Сейчас наравне с подготовкой к экзаменам генеральные репетиции. Сегодня Алия Хайрудинова отправилась в 179-ю гимназию Казани и участвовала в церемонии встречи китайских участников. Название профессии только на английском языке. Пока школьники на китайском не говорят. Кирилл Синяшин не скрывает. Языки изучает с легкостью, хочет стать волонтером. Проект «Одна школа, одна страна» – отличный стартап. Мы встречаем гостей из Китая, и
Я хотела бы быть волонтером. Я уже пару слов знаю. Это как минимум «здравствуйте», «нихао». «Здравствуйте» на десятках языках прозвучит в 57 школах Татарстана. Здесь делают 3D-модели, окажут первую медпомощь и испекут национальные блюда. Не сомневаются, китайской лапше и утки по-пекински фору дадут татарские костыбы. Руки твои смогут обнять нашу страну. Ты только верь и иди. Наш день настает. Россия, вперед! Плюсы подготовки видят и учителя гимназии. Для детей это огромная возможность продемонстрировать не только свои способности и умения в каких-то незначительных профессиональных навыках, но еще и очень хорошо улучшить язык коммуникации. В августе самые активные получат возможность посетить Казан-Экспо, где и развернутся яркие события мирового чемпионата. Леха Ирудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань». Частушечный баттл. Театр Петрушки и Марина Девятова татарстанцев приглашают на русский праздник «Каравон». Народные гуляния пройдут 25 мая в селе Никольское Лаишевского района. Среди гостей фольклорные коллективы со всей России, а также больше сотни татарстанских ансамблей. На празднике гостей ждет настоящий кукольный театр, ярмарка, мастер-классы и, конечно, традиционный хоровод «Каравон». Специальным гостем праздника станет российская певица, исполнительница народных песен Марина Девятова. Казанцы смогут добраться до праздничной площадки на автобусах, которые будут курсировать от станции метро «Проспект Победы» и Ярмарочной площади. Пока это все. Больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас прогноз погоды. Я прощаюсь до следующего выпуска. Он в 21:30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. В заключительной домашней игре сезона футболисты Рубина не смогли порадовать своих болельщиков взятием ворот. Матч против махачкалинского «Аджи» завершился со счетом 0-0. С турнирной точки зрения поединок не имел особого значения, как для Рубина, так и для гостей. Если подопечные Курбана Бердыева отгородили себя от вылета, а до кубковой зоны уже не дотянуться, то «Анжи» в этом сезоне вылетает с премьер-лиги. За тур до конца чемпионата с 36 очками казанцы занимают 10-е место. В последнем туре 26 мая в Краснодаре Рубин сыграет с одноименным клубом. Шанс был при стандартных. Ну и там в целом при грамотной обороне у нас есть проблемы в позиционной атаке. Рядовые сотрудники на одном поле с генералами. В Казани стартовал турнир по мини-футболу среди команд следственных органов государств СНГ. Лучшие коллективы своих регионов на протяжении нескольких дней будут сражаться за главный трофей. Турнир в этом году проводится во второй раз. Дебютный чемпионат проводился в Минске. Представители Белоруссии сейчас в числе фаворитов. Кроме них на турнире представлены команды Армении, России, а Татарстан на правах хозяев выступает отдельным коллективом. Имена чемпионов узнаем 23 мая. Совсем недавно мы отмечали 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне и 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И в память об этих священных для нас событиях второй год уже подряд проводится турнир по мини-футболу среди следственных органов стран, участниц Содружества независимых государств. И в завершении к новостям водного пола. Игроки «Синтеза» успешно стартовали в финальной серии чемпионата России за 3-е место. В дебютном матче подопечные Александра Ярышова обыграли астраханское «Динамо Шор» со счетом 10-9. Самым результативным в составе у синтезовцев стал Владимир Нижинский, забросивший в ворота астраханцев 4 мяча. После сегодняшнего поединка серия переедет в Астрахань. Отметим, что бронзовые медали получит команда, обыгравшая соперника в 3 матчах. За чемпионство сражаются московская «Динамо» и волгоградский «Спартак». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Погода не спешит баловать теплом. Вот и в среду температуры по Татарстану станут ниже, местами пройдут дожди. Более подробнее о погоде после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, дождь. Дневные температуры всего 12 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков и теплее. Тут плюс 15.
На севере Татарстана Менделинский, Агрызи, Менделеевский, переменная облачность. Столбики термометров покажут 17 градусов. На северо-западе Варске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями, местами дождь и плюс 15. На юго-западе в Болгре, в Буинске, Дрожжаном переменная облачность, температуры высокие, плюс 18, но местами пройдут дожди. Для центральных районов 22 мая будет облачным, временами дождь и плюс 14. В четверг дождливая погода сохранится, но температуры станут выше. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимаг» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимаг». Смотри на мир легко. Спонсор прогноза погоды – инновационный комплекс для защиты и улучшения зрения «Оптимаг» от группы компании «Биотек». «Оптимаг» – смотри на мир легко. О погоде в Казани. В Казани ожидается переменная облачность, временами дождь, дневная температура 15-17 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, влажность воздуха 67%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Жилой комплекс «Грин» сообщает о старте продаж нового дома. Квартира от финского застройщика в Советском районе, остановка Академии правосудия. Для новых покупателей специальное предложение. Звоните 233 03 03. ЖК «Грин» приглашает на открытие продаж третьего дома. Вас ждут угощения, развлечения и выгодные предложения. 25 мая в 10 утра на архитектора Гайнудинова, 26. Телефон в Казани 233 03 03.